Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить об ответственности и контроле за расходованием средств из избирательных фондов кандидатов и политических партий с нашей гостьей, с экспертом по политическому финансированию Джумаевой Наргиз Садыровной. Наргиз Садыровна, здравствуйте! Здравствуйте, Айгуль. Наргиз Садыровна, скажите, пожалуйста, Центральная избирательная комиссия каким-то образом ведет надзор за поступлением денежных средств, за расходованием денежных средств из избирательных фондов кандидатов и политических партий? Да, конечно, Айгуль, в обязательном порядке. Центральная избирательная комиссия осуществляет контроль не только за средствами избирательных фондов кандидатов в политических партий, то есть за тем, как поступают средства, в каких размерах, источники образования данных фондов, какие затраты были произведены со стороны кандидатов политических партий в период их избирательной кампании, но и также контроль за расходованием средств, которые выделяются из государственного бюджета территориальным избирательным комиссиям на подготовку и организацию проведения выборов и референдумов. Для целей контроля при Центре избиркома создается контрольно-ревизионная группа, кратко мы ее называем КРГ. А можно подробнее узнать о деятельности этой контрольно-ревизионной группы? Конечно. Контрольно-ревизионная группа, как я уже сказала, создается при Центральной избирательной комиссии. Она формируется количеством 7 человек, и в состав ее обязательно входит руководитель контрольно-ревизионной группы, его заместитель, привлеченные эксперты с правоохранительных органов, с финансовых органов, а также назначенные члены избирательной комиссии. Указанные организации, государственные учреждения по запросу Центральной избирательной комиссии направляют в распоряжение контрольно-ревизионной группы соответствующих специалистов. И как раз-таки те специалисты, которые откомандированы в контрольно-ревизионную группу, за ними сохраняется в обязательном порядке их должность по месту основной работы и все причитающиеся им выплаты и основной оклад. Порядок деятельности, функции, полномочий данной контрольно-ревизионной группы определяется Центром избиркома. Ну и основными задачами данной группы является, конечно же, это проверка финансовых отчетов кандидатов политических партий об использовании средств их избирательных фондов, предназначенных на финансирование избирательной кампании. Помимо этого, данная группа она может рассматривать жалобы, заявления от гражданского общества, от физических и юридических лиц по возможным нарушениям со стороны кандидатов политических партий при финансировании их избирательной кампании. Также данная группа обрабатывает поступающие сведения с банков о средствах, которые находятся на специальном счете кандидата политической партии. Кроме того, в функции данной группы входит также проведение мониторинга за финансированием избирательных кампаний касательно как кандидатов политических партий, так и территориальных избирательных комиссий. Также данная группа может участвовать в разработке методических пособий, нормативно-правовых актов, которые как раз-таки прописывают правила по финансированию избирательных кампаний. И еще данная группа в обязательном порядке проводит консультации для кандидатов политических партий, так и для простых граждан-избирателей по разъяснению правил в вопросах политического финансирования. Также стоит отметить, что данная группа после проведения проверки финансовых отчетов кандидатов политических партий в обязательном порядке составляет документацию о проведенных проверках, и в случае выявления нарушения у КРГ есть полномочия направить данный факт нарушения в правоохранительные либо фискальные органы для того, чтобы эти организации уже могли проверить, провести полномасштабный аудит избирательных фондов кандидатов политических партий.
Спасибо большое. Наргиз Садыровна, вы как-то вскользь упомянули о возможных каких-то нарушениях. Вот кандидаты от политические партии в ходе избирательной кампании, если они все-таки допускают какие-то нарушения, они какую-то ответственность несут, если да, то какую и перед кем? Как все это регламентируется? Можно об этом поговорить? Да, в обязательном порядке все кандидаты, политические партии в случае нарушения финансирования своей избирательной кампании, в случае непредоставления финансовой отчетности по средствам избирательного фонда, в случае превышения расходов по установленному размеру избирательного фонда, либо предоставления недостоверных данных своей финансовой отчетности, несут за это ответственность, которая установлена законодательством Кыргызской Республики. Ну, допустим, если подробно рассмотреть, то если кандидат либо политическая партия превысили размер своего избирательного фонда, то есть использовали средства избирательного фонда более чем на 0,5% от установленного размера избирательного фонда, либо использовали средства, минуя свой избирательный фонд, также в размере на 0,5% от средств избирательного фонда, то избирательная комиссия вправе отменить регистрацию как самого кандидата, так и политической партии. Кроме того, статьями 193 и 194 Уголовного кодекса Кыргызской Республики также установлены санкции за нарушение финансирования избирательной кампании со стороны кандидата и политической партии. Спасибо большое. Наргиз Садыровна, я благодарю вас за эту интересную познавательную беседу. Большое спасибо. Спасибо.